злую боль мою нять. Только смерть одна не сможет злую боль мою нять. О, придешь ли, образ милый, где ты, где я жду тебя? Тяжко, больно и уныла, давит сердце грусть моя. Тяжко, больно и уныла, давит сердце грусть моя. Грусть моя, давит сердце, грусть моя, давит сердце. Но едва лишь песня счастья, голос нежный запоет, от улыбки и участия радость сердце расцветет. Ах, напрасно утешения снятся мне обманутая, ни покоя, ни забвения не узнает грусть моя, грусть моя, грусть моя. Не утихнет грусть моя, не уймется грусть моя, не исчезнет грусть моя. И покоя, ни забвения не узнает грусть моя, грусть моя, грусть моя. Не утихнет грусть моя, грусть моя, не утихнет. Уж лучше быть мне жертвой за тебя. Что случилось? Ты так тоскливо поешь, что сердце разрывается на части. О, если разрывается на части, значит, тетя, оно еще есть у тебя. Не поняла. Повтори. Я не сказал ничего, что стоило бы повторить. А вот, тетя, скажи мне лучше, если жизнь наша будет всегда такой, как теперь, то чем же все это кончится? А что стало с нашей жизнью? Слава Богу, живем мы неплохо. Ну вот, мы благополучно выросли. Слава Аллаху, богатым. Но сердце не успокаивается. Оно требует еще чего-то. Ведь правду я говорю? Ах, конечно, ты говоришь правду. Только я не понимаю, что ты говоришь. Ах, тетя, я говорю ясно. Я смотрю вокруг себя и вижу, что мне чего-то не достает. Стоит об этом горевать. Если тебе что-то нужно, вон, пошли вели в лавку. Ах, тетя, я с тобой говорю о возвышенных чувствах, а ты о лавке. Тетя, у меня много денег и товара, но кто владеет всем этим, тому хочется чего-то еще. Между тем, есть люди, у которых нет ни денег, ни товара, но этого добра у них целая стадо. Ты купец, на что тебе стадо? Ты все не понимаешь.
чего я хочу. А я знаю, чего хочет хозяин. Ты еще здесь? Ну, скажи, чего я, по-твоему, хочу? Ты хочешь? Ну, если знаешь, говори. Ты хочешь? Ну? Ты хочешь? С головой не все в порядке. Аскер, растолкуй мне, наконец, что ты хочешь? Тетя, сколько мне, по-твоему, лет? Ну, в день нового Рамазана тебе будет 28. Вот. О чем беспокоиться? Ты еще дитя. Пусть Аллах пошлет тебе 100 лет жизни. Но это дитя уже твердо стоит на ногах. Конечно. Слава Богу, ты здоровый молодец. А что должен делать этот здоровый молодец? Есть, пить и спать, и больше ничего. Аскер, ради Бога, говори со мной попроще. Я женщина простая и ничего не понимаю в твоих премудростях. Жениться хочу. Вот я и угадал. Так бы сразу и сказала, ты целый час тянешь. Вот и знаю, я хочу жениться. Ах, хорошо, что ты со мной согласился. Сколько раз я тебе говорила, Аскер, женись, у тебя будет свой дом, свои дети, а ты не слушал меня. Покойная сестра все бывало твердила. Смотри, Джахан, Аскера я оставляю на тебя. Не оставь его одиноким. Жени. Оставь. Нашла время плакать. Раз начали говорить о деле, надо это дело завершить. Быть бы мне лучше жертвой за тебя. Женись. Жениться? Как? Это не так легко. Жениться легко. Особенно такому молодцу. Ты молодой, красивый, богатый. Ей-богу, сам падишах выдаст за тебя дочь. Сегодня же накину чадру и пойду выбирать тебе невесту. Или укажи сам, на дочери какого бека или купца ты бы хотел жениться. Ты только скажи, а я сейчас же пойду и сосватаю. Скажи, откуда я знаю, чья дочь может мне понравиться, когда я не видел ни одной из них? А разве я слепая? Я пойду. Мы пойдем, Прогуляюсь. прогуляемся, Присмотрюсь. присмотримся. И выберу тебе такую красавицу, что сразу голову потеряешь. Ах, тетя, если я потеряю голову, то какой из меня жених? Ты лучше мне скажи, какую девушку ты собираешься выбрать для меня? Я скажу, на, ты послушай. Быстро я чадру накину, брови мигом подведу. Быстро я чадру накину, брови мигом подведу. И невесту для тебя я выбирать сейчас пойду. И невесту для тебя я выбирать сейчас пойду. Я в букет один прекрасный дочек клану соберу. Я в букет один прекрасный дочек клану соберу. Для тебя я самый лучший там цветочек подберу. Для тебя я самый лучший там цветочек подберу. Мой племянник ненаглядный, ты красотку должен взять. Мой племянник ненаглядный, ты красотку должен взять. И на свадьбе да буду я вот так писать. И на свадьбе да буду я вот так писать. Нет, тетя, я должен сам видеть невесту, а потом жениться. Как видите? Как? Кто тебе покажет свою дочь? В том-то и дело. Об этом я с утра и твержу тебе. Хочу жениться, а не знаю на ком. Ведь я никого не видел. И главное, не могу видеть. Женись. Женись, как все женятся. Как женились твой отец и
дед. Нет. Ах, Аскер, я найду тебе невесту. И если она окажется плохой, я своей головой отвечаю. Пойдем, Вели. Нет, тетя, так я не желаю. Укажи мне способ, как увидеть невесту, тогда я женюсь. Господи, мне лучше жертвы за тебя. Ну, какой же способ я могу тебе указать? Будь ты женщиной, я взяла бы тебя с собой. И смотри, пожалуйста, невесту. Тетя, будь я женщиной, то на что бы мне понадобилась невеста? Ну, а как же теперь быть? Ну, видно, ничего не придумаешь. Значит, мне не суждено жениться. Как поживаешь, Джахан? А ты как себя чувствуешь, Вели? Чем ты озабочен и о чем грустишь, мой друг? Чем ты озабочен и о чем грустишь, мой друг? В сердце беспокойном ты какой таишь недуг. В сердце беспокойном ты какой таишь недуг. Скорбно и печально в тишине одиненой, скорбно и печально в тишине одиненой. Другу Сулейману свое сердце ты открой, другу Сулейману свое сердце ты открой. Друг мой, поговорку сколько лет твердит народ, друг мой, поговорку сколько лет твердит народ. Знай, кто счастье ищет, тот всегда его найдет. Знай, кто счастье ищет, тот всегда его найдет. Скорбно и печально в тишине одиненой, скорбно и печально в тишине одиненой. Другу Сулейману свое сердце ты открой, другу Сулейману свое сердце ты открой. Хорошо, Сулейман, что ты пришел. Говорят, ты умный человек. Посмотрим, какой ты дашь совет. Значит, ты не веришь, что я умный человек? Верю, братец, верю. Но если ты дашь хороший совет, тогда я поверю в это еще больше. Ну, говори, говори, а я послушаю. Я все думаю, чем же все это кончится, если жизнь наша будет все так же тянуться, как теперь. Постой, постой, постой. Я уже понял. Ну, Конечно, ты хочешь жениться. как же ты это узнал? Как только ты открыл рот. Не так ли, тетя Джахан? Конечно, так. Твои несчастья на мою голову. Не так ли, Вели? Именно так, Сулейман ага. Ну, теперь-то ты убедился, что я умный человек. Только наполовину. А вот, дружище, если ты мне поможешь, тогда будешь умным с головы до ног. Ну, говори, говори, а мы послушаем. Но умный человек, я думаю, что приобретение невесты – это вроде покупки товара. Так как товар может быть хороший и неважный, то... Постой. Постой, 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 постой. Ну? Я уже понял. Ну, говори. Конечно, ты хочешь сначала видеть девушку, а потом на ней жениться. Да как же ты это узнал? Как только ты открыл рот. Что же тут мудреного? Не так ли, тетя Джахан? Конечно, так. Разрази меня гром. Не так ли, Вели? Точно так, Сулейман ага. Ну теперь-то ты убедился, что я умный человек. Еще чуть-чуть осталось. Если еще одну загвоздку разрешишь, тогда я окончательно уверю в твой ум. Не так так ли, ли? тетя? Да так, так, говори, говори. Говори, говори, а мы послушаем. Но умный человек, скажи, как и где увидеть мне девушку, прежде чем жениться на ней? Только всего. Перемени костюм, одень что-нибудь попроще. Возьми на плечи тюк с товаром, а в руке аршин. Ступай по дворам, торгуй понемножку, а заодно приглядись к невестам. Выбери любую и пошли меня сватом. Вот и все. Вот это мысль. Вот это придумано. Ну, другого ничего не придумаешь. Не так ли, тетя Джахан? Конечно так. Чтоб мне провалиться на этом месте. Не так ли, Вели? Точно так, Сулейман ага. Ну, теперь-то ты хоть удивился?
что мне не такая уж пустая голова. Верю, братец, верю. Право, я поступлю по твоему совету. Сулейман, Сулейман, а почему бы тебе самому не жениться? Ведь твое время тоже проходит. Я, тетя, женюсь. Эта мысль уже вертится у меня в голове. Давно. А пока что женим Аскера. А потом женюсь и я. Хорошо, тетя. А ты о чем думаешь? Я? Да ни о чем. Зачем мне думать? Нет, тетя. Довольно тебе быть вдовой. Давай мы и тебе подыщем какого-нибудь женишка. Он будет за это нас благословлять всю жизнь. Да что ты? Разве время мне выходить замуж? А что не время? Я думаю, что уже время. Ты слишком молода. Вели, и ты приготовься. Аскер, о чем ты задумался? Теперь, с завтрашнего дня, Ашин Малам. Ну и прекрасно. Пусть Аллах поможет твоим мечтам, а заодно и нашим. Не так ли, тетя Джахан? Конечно так. Не так ли, Вели? И меня. Ах, Сулейман Ага. А раз так, то идите все сюда. Дам тебе я совет, действуй смелей, действуй смелей. Дам тебе я совет, действуй смелей, действуй смелей. Ты невесту найди, только скорей, только скорей. Ты невесту найди, только скорей, только скорей. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь. Я твердила давно, надо женить, надо женить. Я твердила давно, надо женить, надо женить. Все мы радость твою будем делить, будем делить. Все мы радость твою будем делить, будем делить. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь. Ах, с товаром идите по дворам, ты по дворам. Ах, с товаром идите по дворам, ты по дворам. И невесту себе встретишь ты там, встретишь ты там. И невесту себе встретишь ты там, встретишь ты там. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь. Так женись, вот тебе путь, вот тебе путь, вот тебе путь. Но и нас ты не забудь, ты не забудь, ты не забудь.
душа скорбна в слезах тонет, весь мир видит мое горе, весь мир вместе со мной стонет, весь мир видит мое горе, весь мир вместе со мной стонет. Гульчехра, твое пение нагоняет тоску. Разве вся наша жизнь не сплошная тоска? Мне тоже так кажется, Гульчехра. Эх, барышни, и чего вам тосковать? Не сегодня, завтра, Бог даст, султан выдаст вас замуж. Вы будете хозяйками. Пойдут у вас детки, и тоску вашу как рукой снимет. Ах, Тели, как нас выдают замуж, то лучше бы и совсем не выдавали. Что ты, милая ханом? Разве можно такое говорить, а? Я говорю правду. Мне противно, как нас выдают замуж. Не знаешь, за кого выходишь, кто тебе попадется в мужья. Какой он? Молодой, старый, лишивый, паршивый, может быть, изверг какой-нибудь. Еще и бить будет. Тогда как же, по-твоему, вовсе не выходить замуж и всю жизнь проторчать дома, как мешок муки в углу? О, спаси Аллах! Я не говорю, что нужно навеки остаться дома. Но раньше чем выходить замуж, надо видеть, за кого идешь. Вот глупости наговорила. Жареным куром насмех. Кого ты, бедняжка, можешь увидеть среди этих стен? Кому ты собираешься присмотреться, приглядеться, а? Ну, тогда лучше остаться дома. Барышни, барышни, о чем вы спорите? Лишь бы хозяин наконец-то решился выдать вас замуж. А там я побегу, посмотрю на жениха, осмотрю его со всех сторон, и дом его, и вещи его, и обо всем вам расскажу. По-твоему, важно, чтобы ты видела наших женихов. А для нас самих это не нужно? Нужно, нужно, барышня. Только раньше посмотрю я, а потом... Ой, хорошо, Тели, пусть будет по-твоему. Лишь бы нас, наконец, выдали уже замуж. А остальное
не видеть жениха. Если увидите его раньше, то пропадет весь интерес. А когда не видишь? Когда со мной не тебя тут, твои глаза сердце влекут, прекрасный лик светит мне твой, мой друг родной, прекрасный лик светит мне твой, мой друг родной, Когда со мной не тебя тут, мои мечты как зацветут, и освещает этот сад твой нежный взгляд, и освещает этот сад твой нежный взгляд, тебя наряжают, украшают, потом сажают на фаэтон, везут и кричат: Аллах, Аллах, Аллах! У ног твоих режут барана, потом носят в комнату и сажают за занавесью. Ждешь и замираешь, ждешь и замираешь. Вдруг открывается дверь, и входит жених. Фу, спаси Бог от такого жениха. Тысячу раз я тебе говорил, чтобы ты укрывала меня, когда я ложусь отдыхать. Ну вот, опять, кажется, простудил поясницу. Эх, если бы жива была моя Сона. Нет, жить одиноко — это не сладко. Отец, если бы ты предупредил нас, мы укрыли бы тебя. Не предупредил, так не предупредил. Ну ладно, идите в комнаты, а я собираюсь в город. Хорошенько стерегите дом. Ну, поднимайтесь. Нет, жить в одиночестве не идет мне на пользу. Вот уж 5 лет, как мне с каждым днем делается все хуже. Был на днях у доктора Мирза Гусейна. Жаловался. Там болит, тут колет. Он говорит: женись. Жениться? Но где? Где я найду такую женщину? Молодую за меня не выдадут. Мне лет очень много, а денег у меня очень мало. Мне бы подошла какая-нибудь спелая вдовушка. А там 1 мулла, 3 рубля денег, головка сахару, и покончили бы на это. Эх, что тут говорить? Пойду-ка на базар, посмотрю, что там делается.
тут целый клад. Красавицы, что вы желаете? Ситца, шелка, бархата, тафта. Все имею. Ну, развяжи тюк, посмотрим, что тут есть у тебя. Сию минуту, ханум. Какой красавчик! Посмотри, товар, ханум. Здесь все, что душе угодно. Какая прелесть на юбке! Фу, сказала, на что это годится? Тебе не нравится, а тебе пригодится. Правду изволишь говорить, ханум. Да она и умница. Сколько прикажете отмерить? А почем аршин? Почти даром. 12 копеек. Но ради вас можно считать по 10. Такой ситец мы всегда берем по 8 копеек. По такой цене отрежь 10 аршин. Ради вас все можно. Вот тут ровно 10 аршин. Ага, для нас ничего подходящего нет. У меня-то для вас все есть. Но только не захвати с собой. В другой раз обязательно принесу. Аршин мальчик. Да. Ручка у тебя легкая и счастливая. Почему ты думаешь, что рука у меня счастливая? Сердце подсказывает, ханум. Ханум, это дом не Султанбека ли? Да. Да, будет он всегда полной чаще. Кто из вас дочь Султанбека? Она. Да продлит Аллах ее дни. Она прекрасна. Гульчехра, пойдем скорее в комнату, а то придет дядя и будет ругаться. Пойдем. До свидания. Будьте здоровы. И ты будь здоров. Такой девушки я не встречал. И должно быть не встречу. Теперь, Раскер, скажи себе, вот моя судьба, и женись на ней. Султанбек меня не знает. Он, наверное, услышал, что я богатый купец. Еще раз его взглянуть на нее и перекинуться с ней хоть словечко. Ох, тянет мне что-то здесь остаться. А что, если я спрячусь? Вдруг она и выйдет. Стой! Кажется, сюда идут. Ася говорит правду. Аршин мальчик красив. Но предложи ей выйти за него замуж. Она поднимет бурю и скажет, разве он мне пара? А по-моему, у Аршин мальчик неплохое ремесло. Это почти то же, что и купец. Если бы отец согласился, я вышла бы за него. Ведь я видела его. Он не плешивый, не урод. И лицо мне понравилось. Ах, если бы еще раз увидеть его. Боже, что я говорю? Может быть, он женат? И у него дети. Прошу прощения, ханум. Как я испугалась. Не бойся, ханум. Я, кажется, забыл здесь Аршин. Если забыл, то он где-нибудь здесь. Не беспокойся, ханум. У меня дома еще есть Аршин в запасе. Он опять на меня так смотрит, когда наши глаза встречаются. Меня как молния пронзает. Ай, ханум, как бы я хотел, чтобы у Султанбека было 12 таких дочерей, как ты. Это для чего? Тогда бы он одну выдал за хана, другую за бека, третью за мулу, четвертую за купца, пятую за сеида и, наконец, последнюю за меня. Ну и что же? Ай, нет, за меня он и выдаст, он же бег, а я простой Аршимович. Значит, ты не женат? Абсолютно не жена. Ну почему ты до сих пор не женился? Как я мог жениться? Я не женюсь на той, кого не видел. Из тех, кого мне довелось видеть. Одна только пришлась мне по сердцу, но ее не выдадут за меня. А разве она не захочет выйти за тебя? Наверное, не захочет. Она же дочь пекаря. Ты бы спросил ее, откуда ты знаешь, что она не захочет? Ай, правду изволишь говорить, ханум. Я ей спрашиваю. Ты пойдешь за меня замуж? Я? А кто же? Много счастья я не знал, день и ночь душой скорбят. Долго счастья я не знал, день и ночь душой скорбя. Долго друга я искал, на
наконец нашел тебя. Долго друга я искал, наконец нашел тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мой свет. Без тебя мне жизни нет. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мой свет. Без тебя мне жизни нет. Я росла здесь, как цветок, одиноко без любви. Я росла здесь, как цветок, одиноко без любви. Но пришел ты, мой дружок, и огонь зажег в крови. Но пришел ты, мой дружок, и огонь зажег в крови. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мой свет. Без тебя мне жизни нет. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мой свет. Без тебя мне жизни нет. Будем помнить мы с тобой наши встречи, светлый час. Будем помнить мы с тобой наши встречи, светлый час. И никто, мой друг родной, разлучить не сможет нас. И никто, мой друг родной, разлучить не сможет нас. Я люблю тебя, мой свет, без тебя мне жизни нет. Я люблю тебя, Я люблю тебя. я люблю тебя, мой свет, без тебя мне счастья Ай, Анна, что нужно сделать, чтобы отец отдал тебя за меня? Не называй меня Ханум. Меня зовут Гульчехра. Гульчехра? Посватай меня. Выдаст отец? Хорошо. Не выдаст. Я за другого не пойду. А если тебя выдадут насильно? Я не пойду. Тебя похитят! Я задушусь. О, спаси Аллах! Может быть, найдется какой-нибудь выход. Иди, иди домой, а то нас заметят. Нехорошо будет. Иди, до свидания. До свидания. Только знай, что мое слово крепко. Иди. Прекрасно. Теперь я придумаю что-нибудь и пришлю сюда тетю. Пусть посмотрит, какую я выбрал невесту. Что я натворила? Что я наговорила чужому мужчине? Стыд какой для девушки. Но откуда он взялся? И красив, и говорит так сладко. Родной мой друг, любим ты мною навек, я твоя.
друг, родной мой друг, любим ты мною навек, я твоя. А если спросят, кто ты, скажи, что тетка Аша молчит. Да поняла я, поняла. Ай. Чем дальше, тем сильнее разгорается мое сердце.
Сегодня же пришлю сюда Сулеймана Свата. Наконец-то я нашел то, что искал. Это дом, это двор, это дорога, эти деревья, эти цветы. Все улыбается мне. Я нашел судьбу свою. Я нашел судьбу свою, и от счастья я пою. Золотистой полной чашей льется радость в грудь мою. Золотистой полной чашей льется радость в грудь мою. Приди, мой дружочек, приди, мой цветочек, приди, мой дружочек, приди, мой цветочек. Полюбил я, без тебя не в силах жить. 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 Молодец ты, Сулейман. Молодец ты, Сулейман, ты хитрее, чем шайтан. Не забуду, что тобою мне совет прекрасный дан. Не забуду, что тобою мне совет прекрасный дан. Приди, мой дружочек, приди, мой цветочек, приди, мой дружочек, приди, мой цветочек. Полюбил я, без тебя не в силах жить. 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 Подходящую ловушку, а там 1 мулла, 3 рубля денег, головка сахара и делу конец. Ну где я найду такую женщину? О, женщина, приди, где ты? Что это за наваждение? Нет, это живая женщина. И вышла она из моего дома. Кажется, сам Аллах ее прислал для меня. Кто ты такая? И что ты делала в этом доме? Относила товары девушкам. Ну, хорошо, сестренка. А может быть, ты переодетый мужчина? Да что ты, братец? Ну, в таком случае открой немного лицо, чтобы я мог убедиться. Но еще немного, еще. Ну что? Я женщина или кто? Да, женщина. Именно такая, какая мне нужна. А теперь объясни, пожалуйста, кто ты, чья ты и чем ты занимаешься? Я тетка Аршин Молчи. Сама я тоже продаю кое-какие товары девушкам и женщинам. Ну, хорошо. Ты же не сказала, чья ты жена. Я жена маклера Насира. Может быть, знаешь такого? Нет, я с маклерами дел не имею. Мой муж был маклером. Был маклером, а теперь чем занимается? А Бог его знает чем. Вот уже 12 лет, как он покойник. Ах, значит, он умер. Значит, ты вдова. Да. Вдова. Ух, ну так бы и сказала. А что теперь нам делать? Как что нам делать? Нет, я хотел сказать, что вот уж 5 лет, как умерла моя жена. А когда человек остается одиноким, он не знает, что ему делать. А ну, постой, куда ты спешишь? Я тороплюсь, у меня есть дело. Давай поговорим по душам.
Значит, ты говоришь, что ты вдова. Да, вдова. Но дело в том, что и я вдовец. На то воля Аллаха, не ты один пережил это. Давай мы с тобой устроим одно дело. Какое дело? А вот такое, чтобы ты перестал вдоветь, а я больше не был вдовцом. А как это устроить? Это делается очень просто. 1 мулла, 3 рубля денег, головка сахара и дело конец. Не понимаю я, что ты говоришь. Ах, ты не понимаешь. Какая же ты непонятливая. Настоящая дильбильмес. В таком случае послушай меня внимательно, моя непонятливая. Я везде искал красотку, будь моей дильбильмес. Вдруг попалась мне красотка, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, мой цветочек, ой, светочей, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, мой цветочек, ой, светочей, будь моей дильбильмес. Жизнь моя прошла в тумане, будь моей дильбильмес. Я стрелой твоею ранен, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, спелый персик, ой, блеск лучей, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, спелый персик, ой, блеск лучей, будь моей дильбильмес. Мы с тобой свободны оба, будь моей дильбильмес. Буду верен я до гроба, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, солнце жизни, ой, радость ей, будь моей дильбильмес. Аман-аман, ой, солнце жизни, ой, радость ей, будь моей дильбильмес. Бег, подожди. Дай сказать хоть слово. Куда это годится? Ты поешь о любви чужой женщине. Ты кто? И тебе какое дело? Мне какое дело? Ведь это моя тетка. Тетка? Да, Значит, ты Аршин Молчей. я. Прекрасно. Послушай, неужели у тебя нет совсем совести? А что такое? А вот что, эту бедную женщину 12 лет держал в заперти и не выдавал замуж. А что делать? Не нахожу хорошего человека. Хороший человек – это я. А давай породнимся. Я ведь тоже вдовец. Ты правду говоришь, Бек? Или шутишь? Ты мне родня, чтобы я с тобой шутил. Конечно, правду говорю. Хорошо. Если я выдам за тебя тетю, а что ты дашь мне взамен? Что я могу дать? Ты гордись тем, что можешь породниться с Беком. А твоя тетка, будь спокоен, получит полное довольствие в моем доме. А, нет, Бек, это меня не устраивает. А что тебя устраивает? Знаешь, Бек, если ты хочешь стать мне родной, тогда давай породнимся сразу 2 головами. А что это значит 2 головами? Ну, я выдам за тебя тетю, а ты взамен свою дочь. Ну ты дурак! Как
ты осмелишься говорить такие слова, чтобы бег выдал свою дочь за Пойдем, какого-то тетя, если он не выдаст проходимца? за- Да провались ты вместе со своей теткой! Сумасшедший! Мам своих ладонью! Уф, нет, нет у меня счастья! А женщину как будто прислало само небо для меня. И именно такую, какую я искал. Дивный образ мне явился, будь моей, будь моей. Гульчера, ради Аллаха, скажи, что с тобой? Я сама не знаю, что со мной. Кажется, я нездорова. Ну, нездоровый, чего-нибудь да болит. А у тебя ведь ничего не болит, слава Аллаху. Ася, что ты пристала со своими расспросами? Болит, не болит? Оставь меня. Нет, Гульчехра, ты стала совсем другой. Может быть, ты влюбилась? В кого это я могла влюбиться? О, ты покраснела. Ты в самом деле
дворянка, и вдруг влюбляешься в какого-то уличного торговца, и только потому, что у него немного смазливая физиономия. Ах, я и сама себя не пойму. Ты взрослая девушка, выбрось эту дурь из головы. Не пара тебе этот человек с базара. Уж если влюбляться, то в достойного. И потом, девушкам совершенно неприлично влюбляться. Если об этом узнает твой отец, он растрежет тебя на мелкие кусочки. Пусть отец узнает и убьет меня. Тогда настанет конец моим мукам. Не дури, не дури. Пойдем, я кое-что тебе скажу, пойдем. Совсем было попалась в мои лапы тетка этого негодяя, да сорвалась. А она была подходящей, вдова, в самом соку. Ах, эта женщина шла ко мне на своих собственных ногах. Но этот шайтан, этот сын шайтана все перевернул вверх дном. О, что-то опять у меня с поясницей. Пойду-ка немного прилягу. Опять хозяин пошел отдыхать. Беда! Как же он надоел мне. Вот уж такого бабника и сластолюбца я еще никогда не видела. Сейчас опять закричит. Эй, Тали, иди укрой меня! Элли, иди укрой меня! Черта бы послать к тебе, а не Телли! Элли! Иду! 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 Сколько не уговариваю, ничего не выходит. Она, кажется, влюбилась не на шутку. Плачет, все плачет, слезы падают, как град. Жаль ее. И откуда взялся этот аршин, молчит. Другое дело, если бы это был сын бека или торговца. Какой красавчик! Вот, видно сразу, что это настоящий бек. Уж если влюбляться, то в такого. Интересно, зачем он сюда пожаловал? Идет, идет, и прямо к нам. Пусть идет, не буду прятаться. Султанбек дома? Дома. Посидите, и я позову его. Наверное, это дочь Султанбека. Как хороша! Молодчина, Аскер. У него есть вкус. Не знал, что у Султанбека такая красавица дочь. Не то сам бы подсватался. На ней сам должен был жениться, а пришел сватать ее за Аскера. Эх, черт побери! А что, если я сосватаю ее за себя? Нет, 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 нет. Нет, друзья, так не делают. Аскер доверился мне, и он влюблен в нее. Надо быть верным другу. Авось, я тоже найду свое счастье. О, Сулейман, Сулейман, какими судьбами, с какими вестями. Садись, рассказывай, где бывал, что видал. Слава Аллаху, бек, все хорошо, все благополучно. Ну, рассказывай, какие новости? Знаешь, бек, мир так устроен, что человек без человека никак обойтись не может. Бывает так, что человека не знаешь, потом знакомишься, а потом даже и роднишься с ним. Садись. Но важно не только породниться, важно породниться с подходящими людьми. Вот, к примеру, наш молодой купец Аскер. Кто такой? Ты его не знаешь, бек, но отца его, должно быть, помнишь. Сядь.
Покойный купец Мурзал был одним из достойнейших людей нашего города. А как же, конечно, помню. Действительно, покойный был достойным человеком. Аскер, о котором идет речь, это его сын. Он, как и отец его, очень умный и достойный человек. К тому же он богат, и дела у него сейчас идут блестящие. А что же хочет Аскер? Аскер хочет с тобой породниться, Бек. Породниться. Но моя дочь еще ребенок. Не думай, Бек, чтобы она была ребенком. Знай, Бек, что Аскер это редкий человек. Породниться с ним тебе во всех отношениях выгодно. Пожалуй, ты прав, Сулейман. Купцов я предпочитаю, а то это учитель, мучитель, инженер, минженер, доктор, мохтар. Да не нравятся они мне. Но ведь и Аскера я еще не знаю. Знаю только, что у него был хороший отец. Но иногда у хороших отцов бывают плохие дети. Нет, Бек, Аскер прекрасный парень, умный, представительный. Можешь верить мне. В таком случае, да благословит их Аллах. Я согласен. Добрый путь. Да будут они счастливы, Бек, в добрый час. Нет, торопиться не надо. А теперь пойдем ко мне, пить чай и продолжим наш приятный разговор. Был бы рад, Бек. Такого красавца в жизни не видела. Посмотрю-ка еще разок. Кажется, я влюбилась. Ну и что? Если Гульчехра влюбилась в какого-то уличного торговца, почему мне не влюбиться в такого красавчика? Когда влюбляешься, такая сладостная тоска наполняет сердце. Милый мой, ах, милый мой, милый мой, ах, милый мой, на свою милую порой поглядит
Хорошо, что пришел гость и избавил меня от этих мучений. То этот хозяин уже надоел. Тут прикрой, там прикрой, тут потри, там натри. Уморил он меня. Ах, если бы нашелся хоть какой-нибудь человек, чтобы избавил меня от этих мучений. Ну где же он? Может быть, Бог и в самом деле прислал мне этого человека? Это и есть дом Султанбека? Да. А тебе-то что? У вас должен быть гость. Есть гость. А тебе-то что? Почему ты такая сердитая? Я? Не сердитая. Скажи прежде, ты-то кто такой? Я? Никто. Как это никто? Видно, ты ведь не дурна. Наверное, здешняя прислуга. Скажи прежде, ты-то кто такая? Я! Здешняя прислуга. Ха! А я? Тамошний слуга. Тамошний. Да тамошний. Видимо, он с ума сошел. Почему я сошел с ума? Моя козочка. Я не твоя козочка. Для меня ты именно козочка. Моя тебе пешкеш. Моя газель. Стой, погоди, не уходи, жить без тебя я не могу. Сразу тебя я полюбил, замучить ли ты за меня? Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Деньги есть? Что? Деньги есть? Есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги будут, выйду я. Ах, козочка моя. Мы купим дом, заведем плов, будем есть каждый день. Славно с тобой мы заживем, деньги считать мне не лень. Будем мы жить, горе не знать, буду в шелках я щеголять. Будем мы жить, горе не знать, буду в шелках я щеголять. Деньги есть? Есть. Деньги есть? Есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги будут, выйду я. Ах, козочка моя. Стой, погоди, не уходи, только тебя я полюбил. Сердце мое, счастье мое, жить без тебя я не могу. Будем с тобой славно жить, гости ходить, деньги копить. Будем с тобой славно жить, гости ходить, деньги копить. Деньги есть? Есть. Деньги есть? Есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги будут, выйду я. Ах, козочка моя. Скажи скорее, чего же тебе нужно? Тебя мне нужен. Вот и все. Свет очей моих. Иди, скажи своему гостю, что пришел за ним один красавец. Иди, газель моя. Иди, моя козочка. Не хочу! Иди, моя красавица. Пусть хозяин женится на дочери Бека, а я на ней свадьбу строим в один день. Ах, это ты, Велик. Да,
Ты за мной. Да. До свидания, Бек. До свидания, Сулейман. Идем. Будь здоров. Будь здоров. Элли! А ну, позови Гульчехру и Асю. Расскажу-ка я Гульчехре хорошую новость. Что она на это скажет? Садитесь. Гульчехра, а почему ты такая скучная? Не захворала ли ты? Нет, отец, я здорова. Ну и прекрасно. А ты знаешь, какая у меня есть новость для тебя? Откуда мне знать? Отец, Если не знаешь, тогда знай. Я тебя выдаю замуж. жаль, жених улетел от меня. Отец, время ли мне выходить замуж? Даже очень. Ты не ребенок, все понимаешь? Я тебя выдаю за богатого и молодого купца. Отец, не сердись, я не хочу выходить замуж. Ты не дури, я дал слово свату. Слава Богу, это был только сват. Нет, отец, я не хочу выходить замуж. А ты не упрямься, дочка, и послушай отца. Если я дал слово, мое слово твердо. Даст Аллах, не сегодня, так завтра сыграем свадьбу. Отец, если уж так тебе хочется выдать замуж, то отдай меня за того, за кого я сама хочу. Кто? Кто это? За кого ты сама хочешь? Ну, расскажи. Слышу часто голос ясный, аршин мал. Образ светлый, прекрасный вижу я. Доченька, а кто это еще за аршин молчит? Неужели тот с теткой? Только за него я выйду. Что ты говоришь, дура? Ха, дочь Султанбека влюбилась в какого-то проходимца. Вот теперь я понял, почему ты не хочешь выходить замуж. Ха, как ты смела смотреть на этого аршин молчи? Ты хочешь обесчестить меня? Не забудь, что я Султанбек. Я не могу снести бесчестия. Убью! И тебя убью! И я убью! И его убью! Убью! Убьет! Убьет! Отец, убей! Убей скорей! Избавь меня! И убью! Пусть мне никогда не носить этой папахи. Если еще раз заикнешься, Маршин молчи, разрежу тебя на мелкие куски. Какой позор! Какой срам! Вон с моих глаз! Вон отсюда, бесчестная! Убью! Какой позор! Какой срам! Ну, когда приходил сюда этот аршин молчи? Ей-богу, не знаю! Как ты не знаешь? Вы надуваете меня? Вон отсюда! Убью! Вот история! Какая
какая-то собака приходит ко мне во двор, и моя дочь в нее влюбляется. Какой позор! Теперь я понимаю, почему он взамен тетки требовал у меня дочь. Да провались ты в ад вместе со своей теткой, сумасшедший! Нет, надо повидать Сулеймана. Пусть Аскер силой увезет ее. Телли, Ася! Я собираюсь в город, а вы постарайтесь образумить эту дуру, иначе я вас на мелкие куски разрежу. Убью! А мы бедные. В чем виноваты, что Гульчахрат полюбила этого уличного торговца? Да. Ступай, позови ее. Кто от мук спасет?
задушу себя, и настанет конец моим мукам. Это ты или другой? Я, моя дорогая Гульчикра, успокойся. Ты видишь, что со мной сделали? Опоздал бы немного, я была бы мертва. Но как ты сюда попал? Если тебя увидят, тебя убьют, бежи. Зачем нам бежать из собственного дома? Как? Чей это дом? Это мой дом, а теперь он будет и твой. Ну кто же меня похитит? Мои люди. А я думала, что это люди того купца, за которого отец хотел меня выдать. Да, именно этого купца. Ничего не понимаю. Ради Бога, объясни, в чем дело? Слушай, моя дорогая, я тот Аршин-Молчик, который полюбил тебя. И я же тот купец, которого отец выдал тебя замуж. Отец твой согласился, но он не знает, что я и Аршин-Молчик одно и то же. Бессовестный. И тебе не жалко было меня? Как я мучилась. Отец чуть не убил меня. Я сама чуть не задушила себя. Зато наше счастье затмевает все эти горести. Не так ли, моя красавица? Пойдем к тете, посмотришь наш дом. Салам алейкум, Султанбек. Добро пожаловать. Это ты, Аскер? Или тот Аршин-Молчи? Нет, я Аскер, сын купца Хаджи Мурсала. И сам купец. То-то. А мне показалось, что передо мной тот Шалопай. А какой шалопай? Да, был там один Аршин-Молчи. А, знаю. Это тот Аршин-Молчи, на тетке которого ты хотел жениться. А он потребовал взамен твою дочку. Ха, ты еще рассердился и прогнал его, не так ли? Да, а откуда тебе все это известно? Как же мне неизвестно, когда это был я? Ты? Что ты говоришь? Это я нарочно сделал, чтобы увидеть свою невесту. А ты правду говоришь? Пусть подтвердит твоя дочь Гульчикра. Отец, вот и получилось так, как желали и ты, и я. Во всем этом виноват Аскер. Понятно, понимаю. Вот ты какой, Аскер. А твой покойный отец вовсе не был таким. Ну, здравствуй. Иди-ка сюда, доченька. Ну, доченька, все прекрасно. Все отлично. Эх ты, Аскер, какой же ты хитрый, а? Подожди, скажи, пожалуйста, а где же твоя тетка? Она настоящая тетка или это тоже хитрость? Нет, тетка самая настоящая. И настоящая вдова? Вдова. Ну так давай ее скорее сюда. Ладно, Гульчикра, попроси сюда тетку. Только скорее. Я женюсь на ней. Она вдова, и я вдовец. Иди сюда, иди. Видишь, какой хитрый твой племянник, а? А теперь что скажешь? 1 мулла, 3 рубля денег, головка сахару и делу конец. Я думаю, свадьбу Аскера и нашу можно сыграть вместе. Что ты на это скажешь? Что я могу сказать? Благослови Аллах. От радости, кажется, я помолодел. Салам алейкум, Султанбек. О,
Сулейман, Сулейман. Валейкум салам. Послушай, какой же хитрый этот твой друг, а? Да, он действительно хитрый. И не представляю, от кого он этого всего набрался. Как от кого? Разве ну ты все это придумал? Вот тетя может подтвердить. Конечно. Все это хитрости Сулеймана. Вот так, Сулейман, вот ты какой. Ну, откуда все-таки ты этого набрался? Из собственной головы бег. Да благословит Аллах твою голову. Позвольте, а это Гюльчагра? Да, а что? Ну а кто же так эта девушка? Это Ася, моя племянница. Ах так. Ну тогда почему я остался ни с чем? И мне бы надо сыграть свадьбу, бег. А ты правду говоришь? Конечно. Ася, подойди-ка сюда. Если я тебя выдаю за этого молодца, что ты скажешь? Я согласна. Ну и прекрасно, прекрасно. Эй, что там у вас за вздохи? Что за горе? Знаешь, ты отдал за меня Гульчеху. За Сулеймана Асю. На тетке сам женишься. Выдай за него Тели. А, понял, понял. Телли, иди-ка сюда. А ты... А ты согласна выйти за Вели? А у тебя точно деньги есть? Да есть, есть. Да ты достала своими деньгами. Ты согласна? Отлично. А ты, Вели, хочешь жениться на Телли? Еще как. Ну и прекрасно, все отлично. Послушайте, когда же мы начнем нашу свадьбу? А давайте-ка сейчас прямо и начнем.